Здравствуй, юный друг! Сегодня ты познакомишься с стихотворением Абая «Не для забавы я слагаю стих». Ты научишься понимать основную информацию, определяя тему, цель или назначение текста, анализировать содержание художественных произведений небольшого объема, определяя особенности изображения главных и второстепенных персонажей, лирического героя. Стихотворение Абая «Не для забавы я слагаю стих» написано в 1889 году. Состоит из 5 строф, всего 30 строк. По словам Ауэзова, это стихотворение не просто поиск Абая в его поэтическом пути. Мы должны понимать это как произведение, имеющее иное значение в поэтическом отношении. Абай пишет это произведение, прочитав некоторые стихи своих братьев по поэзии, с намерением помочь им, указать правильный путь. Стихотворение было переведено на английский, русский, узбекский, уйгурский и другие языки мира. Как вы думаете, что повлияло на раннюю мудрость Абая? На этот вопрос вы сможете получить ответ после просмотра видео. Казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама. Настоящее имя Ибрагим, но прозвище Абай, в переводе с казахского Абай внимательный, осторожный, данное бабушкой Зире, закрепилось за ним на всю жизнь. Его племянник, также известный казахский поэт и философ Шакарим Кудайбердиев. Абай Кунанбайұлы родился 29 июля 1845 года в урочище Жидебай в Чингисских горах, в то время административно принадлежавшем к Бийскому уезду Томской губернии, ныне в Абайском районе Восточно-Казахстанской области, в семье крупного бая Кунанбая Ускинбаева, рода Табыкты из казахского племени Аргын. Семья Абая принадлежала к местной знати. Дед Аскинбай и прадед Иргизбай главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Начатое в детстве домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе у муллы Ахмед Ризы в Семипалатинске, где преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Одновременно посещал русскую школу. К концу 5-летней учебы начинает писать стихи, сначала приписывая их авторство своему другу Кокпаю Джантасову. С 13 лет отец Кунанбай начинает приучать Абая к деятельности главы рода. В возрасте 28 лет Абай отходит от нее, целиком занявшись самообразованием, но только к 40 годам создает свои первые взрослые стихотворения. Значительным событием для Абая явилось его общение с политическими ссыльными Е.П. Михаэлисом, Н. Долгополовым, с Гроссом. На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и ученые Востока, придерживавшиеся гуманистических идей: Фердауси, Алишер Наваи, Низами, Физули, Ибн Сина и другие, а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вообще. Он переводил Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона. Характерная история стихотворения Каранга Тунде Тау Калгып «Горы дремлют в темной ночи», ставшего народной песней. Гёте написал «Вандерерс Начтлит», ночную песню странника. Лермонтов переложил ее на русский язык, «Горные вершины спят во тьме ночной», а спустя еще полвека Абай Кунанбаев передал ее содержание на казахском языке. Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. По утверждениям советских литературоведов, Абай высмеивал некоторые обычаи родового аула, выступал против рабского положения женщины и, как повторено в его парадных советских биографиях, против социального зла и невежества. Советские литературоведческие источники, повторяя эту фразу, иногда ссылаются в ее подтверждение на стихотворение «Наконец, волосным я стал», «Управитель начальству рад» и «Кулимбаю». Абай Кунанбаев был новатором казахской поэзии. Новаторский характер носит стихи, посвященные временам года: весна, лето, осень, зима, стихи о назначении поэзии, учить хорошему и осуждать плохое. Сюжеты поэм «Мазгут» и «Сказания об Азиме» основаны на мотивах восточной классической литературы. В поэме «Искандер» противопоставлены разум в лице Аристотеля и алчность завоевателя в лице Александра Македонского. Ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы, восьмистишие и шестистишие. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, слова назидания.
Абай Кунанбаев оказал большое влияние на зарождавшуюся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX – начала XX веков. Так, руководители движения Алаш-Орда воспринимали Абая как своего духовного предтечу и даже духовного вождя возрождения казахской нации. Алихан Букейханов стал первым биографом Абая. Его статья «Абай Ибрагим Кунанбаев. Некролог казахского народного поэта» была напечатана в газете «Семипалатинский листок» в 1905 году. Затем с портретом Абая она печаталась в журнале «Записки Семипалатинского» подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества в 1907 году. А сейчас послушайте стихотворение «Не для забавы я слагаю стих». Не для забавы я слагаю стих, не выдумками наполняю стих, для чутких слухом, сердцем и душой. Для молодых я свой рождаю стих. Кто сердцем прозорлив и чуток, тот поймет, что в каждый я слагаю стих. Ко мне дорогой приходи прямой, все то, что скрыто, стих раскроет мой. Не сразу ты воспримешь, может быть, слова такие слышишь ты впервой. Как странно мне, что люди, не поняв, немедля речи требуют другой. Али Азрету не слагаю гимн красавец с подбородком золотым. Я не пою, я к смерти не зову, не говорю джигитам молодым, чтоб совестью они пренебрегли. Прошу, прислушайтесь к словам моим. Вы прослушали стихотворение. Сейчас познакомьтесь с карточкой информатора. Прозорливый, умеющий предвидеть, проницательный, чуткий, очень восприимчивый к впечатлениям, легко воспринимающий впечатления органами чувств. Слагаю, сочиняю. Выполните первое задание, определяя тему и идею стихотворения. Сравните свои ответы с примерными ответами. Тема стихотворения, а не простой задачи поэзии, предпосылках для того, чтобы стать поэтом. Идея этого произведения заключается в том, что поэт посвятил свои слова поэтам. Есть ли сегодня кто-нибудь, кто слушает? Он посетовал на отсутствие разумного читателя. Выполните второе задание. Найдите в стихотворении эпитеты и метафоры. Для этого давайте вспомним, что такое эпитеты и метафора. Эпитет – это образное художественное определение. Эпитет выразительно описывает признак предмета, его качество и свойства. Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значении. В основе метафоры лежит сравнение предмета или явления с другим предметом и явлением на основании их общего признака. Слово, которое подменяет метафора, при этом не называется напрямую. Проверьте себя. С подбородком золотым – эпитет. Пустые слова – эпитет. Наполняю стих сердцем и душой – метафора. Прозорлив, чуток – эпитет. Выполните следующее задание, дополняя строки, употребляя слова: выдумка, сердце, молодые. Проверьте себя. Не для забавы я слагаю стих, не выдумками наполняю стих. Для чутких слухом, сердцем и душой, для молодых я свой рождаю стих. Дополните следующие строки. Не сразу ты воспримешь, может быть. Такие слышишь ты впервой. Как странно мне, что, не поняв, немедля требует другой. Можно использовать ключевые слова: речь, люди, слова.
Проверьте себя. Не сразу ты воспримешь, может быть. Слова такие слышишь ты впервой. Как странно мне, что люди, не поняв, немедля речи требуют другой. Заполните двухчастный дневник. В левой строфе таблицы записывая цитаты, в правой строфе записывая комментарии. Проверьте свои ответы. Для чутких слухом, сердцем и душой Абай считал, что молодежь чутка слухом, сердцем и душой. Таким образом, наш урок подошел к концу. Сделайте выводы, дописывая предложения. Что вы сегодня узнали? Что вам запомнилось? Что для вас было трудным? До свидания.